музыкант, педагог, хоровой дирижер, заслуженный работник культуры, заслуженный деятель музыкального общества Чувашия. Карина, о ком идет речь? Сегодня мы идем в гости к талантливому музыканту Валентину Николаевичу Кузнецову. Здравствуйте! В эфире «Достояние». И, конечно же, мы, ведущие этой программы, Лада Матвеева и Карина Григорьева. Здравствуйте, Валентин Николаевич. Здравствуйте. Сколько ваших учеников выбрали профессию музыканта и где в данное время работают? До выхода на пенсию я 32 года проработал в Шихазанской детской школе искусств директором. За время работы нашу школу закончили 700 с лишним учеников. Из них 78 учеников завершили различные музыкальные учебные заведения. И они работают, многие работают в Канашском районе, в республике, по стране. Даже у нас есть выпускник, работающий в Канаде. Это Марина Рябчикова. Она играет в Канаде в кафе на аккордеоне. Мышкина Наталья организовала хор в Германии из любителей русской музыки. Даже в нашем педагогическом коллективе больше 50% работают наши выпускники. Это Порфирьева Алевтина Анатольевна, Глухова Надежда Ивановна, Хумышева Галина Васильевна, Чернова Ирина Николаевна, Сергеев Сергей Витальевич, Шоркин Александр Николаевич, Ямалиева Любовь Алексеевна проработала и вышла на пенсию. Она у нас была первой выпускницей нашей школы. Даже за последние годы свои 4 моих учеников завершили музыкальное училище имени Федора Павлова. Это Антонов Денис, Смирнов Дмитрий, Разумов Станислав. Они закончили фольклорное отделение. А Волкова Наталья закончила духовое отделение. Она начала было работать у нас же, в прошлом году она завершила и начала работать у нас преподавателем. Полгода проработала, а потом уволилась и уехала в Москву. Там заработки другие, сами знаете. А вот вы сами где учились? Расскажите нам немножечко о себе. Ну, я сам родился в Щемышинском районе, деревня Новое Буяново. После окончания Карабай-Шемышинской 8-летней школы я поступил в Канашское педагогическое училище на музыкальное отделение. Вот после завершения уже начал работать в Табурданской средней школе по направлению. А тут же был призван в армию. Я прослужил в полковом духовом оркестре, играл на трубе. После завершения опять вернулся в Табурданскую среднюю школу и продолжил работать учителем музыки и пения. И по совместительству работал в сельском доме культуры с хором взрослых. Есть высказывание: на детях гениев природа отдыхает. Отношение ваших детей к музыке? Мои дети, старший сын Игорь и дочка Надюша, учились в нашей же школе, детской музыкальной школе. Дочка кончила с отличием, и до сих пор они дружат с гитарой. Когда свободное время, все время играют и поют. Кем они стали? И исполняете ли вы музыку в семейном кругу? Игорь и Надюша, оба они кончили Чувашский государственный университет, экономический факультет. Дочка работает бухгалтером в Чебоксарах, а сын работает в Казани директором рекламной фирмы. Но они, когда мы вместе собираемся, у нас всегда в семье музыка. Моя жена Людмила Ильинична очень любит петь. Она всегда у нас вторым голосом идет. И мы всей семьей все время музицируем. Но даже, можно сказать, сейчас уже присоединились внуки. У нас они 5. У Надюши 2 дочерей и сын, а у Игоря 2 дочерей. Вот, у Надюши, знаешь, Даша, Леша и Маша. Маша, конечно, 3 годика только еще.
А Леша и Маша очень хорошо поют, участвуют в школьных вокальных конкурсах, занимают даже призовые места. А Соня и Кира танцуют, как всегда сейчас, современный хип-хоп. В Нижнем Новгороде, в Москве с коллективом они заняли первые места. И поехали они весной в Германию съездили, и там тоже заняли призовое место. Даже их пригласили в Америку приехать по танцам хип-хоп. Но, говорят, очень дорого туда ездить, поэтому отказались. Валентин Николаевич, что из вашей музыкальной практики запомнилось вам больше всего? Концерты, выступления учеников или что-то другое? Ну, что можно вспомнить? Самый первый, конечно, очень запомнилось то, что когда я работал с Таборданским хором, мы подготовили программу большую, и чтобы зашестить название народное, приехала большая комиссия с Министерства культуры Чувашии, с медкабинета. И когда прослушали, было решение, значит, присвоить Таборданской хору при Таборданской Доме культуры звание народный. И меня наградили, значит, почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР тогда было. И что памятно было, когда я уже поступил в институт на музыкальный факультет, это в октябре месяце пригласили меня в Министерство Чувашской АССР. Я так молодой еще был, волновался очень сильно. Вот в зале торжественно вручили вот эту почетную грамоту. Это было очень памятное, для меня памятно было. Еще что можно вспомнить, кроме тех, что концертов, это, считайте, 50 лет у меня с плеча баян. Даже если принять, значит, учебу, то целых 54 года с плеч не спускался баян. Но что памятно, мы с делегацией съездили на Украину по местам пребывания Михаила Сеспеля. Вы знаете, что Казанская средняя школа называется именем Михаила Сеспеля. Мы были в городе Остре, в Чернигове были, в Киеве были, везде концерты давали. У меня было, был уж ансамбль, Тандаш называлась, с работниками Шихазанского сельского СХТ, сельхозтехники. Вот туда мы съездили с ними. Были в Москве, на Чувашском Агадуе. Еще с Валентиной Васильевной Михайловой вместе сочинили музыкальный спектакль, куда вошли 18 моих песен. И мы с этой постановкой объездили весь Канашский район. Даже в Татарии мы были в Чечевском районе, там 10 деревень, в 10 деревнях были, очень хорошо принимали. Прям удивительно даже. Вот они соскучились по чувашской музыке, и поэтому прям очень приятно было это самое там. Из деревни в деревню, так и вдохновленные мы выступали там. Было интересно. Вот такие события, они запоминаются на всю жизнь. Вы написали множество произведений на разные темы. Расскажите нам, пожалуйста, как создается то или иное произведение и что вас вдохновляет к творчеству? Ну, что вдохновляет? То, что в одно время, вы прекрасно знаете, в 90-х годах тематика наша немножко изменилась. Очень трудно было находить произведения, которые отвечали бы современным темам, и поэтому приходилось искать репертуар. Но у меня опыт сочинения был еще с училища, но поэтому из-за дефицита вначале, конечно, начал я сочинять, а потом как-то уже во вкус, что ли, вошел. Было сочинено у меня группа духового оркестра был, для них два марша написал, сочинил. Потом песни пошли. Что вдохновляет? Вот читаешь стихотворение, там прям душу берет.
хочется вот как-то выразить еще объемнее вот, то, что выражено в стихотворении. Вот это, раскрывая вот этот характер, стараешься вот музыкой выразить это. Вот так и получается, наверное, произведение у всех, кто вот сочиняет. В музыкальной школе многие дети оставляют учебу. Как сохранить интерес к обучению ребенка? Что интересно, вот шихазанские дети, которые учатся у нас никто не бросает. Вот сколько лет я работаю, все поступили и учатся все 5 лет, 7 лет. Ну, бывает, конечно, но для этого нужен интерес проявить, чтобы дети заинтересовались. Для этого педагогу приложить надо, каждым учеником надо индивидуально работать. Обязательно тесную связь надо держать с родителями, потому что если ученик пропустил, если с родителями не говорить, то этот ученик может вообще забросить учебу. А так с родителями контактируешь. Мы, когда принимаем заявление о поступлении, мы с ними обязательно, обстоятельно разговариваем, потому что это, говорим, не кружок, а школа. Школа, значит, если поступили, заявление сделали, это обязательное. Как в общеобразовательно вы ходите, не пропускайте. Также надо заниматься и в детской школе искусств. Это школа. Поэтому, наверное, совместная работа с родителями делает вот такие успехи. Валентин Николаевич, что бы вы хотели изменить в традиционной системе музыкального образования? Это, конечно, Лада, очень сложный вопрос. Что можно изменить? С одной стороны, если смотреть, сейчас очень много права дано каждой школе. Каждая школа имеет право разрабатывать свои программы и по этим программам обучить. Раньше, если у нас было только 5-летнее образование и 7-летнее образование, то сейчас можно 3-летнее, 2-летнее, в зависимости от того, какой предмет и сколько мы хотим обучить ученика. С этой стороны, конечно, лучше. С другой стороны, сейчас вот все-таки приходом интернета дети все-таки больше уходят туда. Сами знаете, и сами, наверное, из телефона не вылезаете. Поэтому это отвлекает детей очень сильно. Даже когда мы проводим урок, если другой ученик рядом сидит, он обязательно сидит и играет в телефоне. А раньше как было? Приходит, а если они с другом приходят, тот сидит, делает уроки. Чтобы дома дополнительно не заниматься, он делает уроки, потом меняется и это делает уроки. А сейчас все в телефоне сидят. Вот это, конечно, мешает занятиям. Но сейчас бесплатное обучение, можно было подумать, что все ринутся учиться. Но вот такого пока не видим. Вот эта сложность, конечно, тоже есть. Но дети, конечно, в принципе, все могут научиться играть на каком-либо инструменте. Потому что по своей практике я уже знаю, если ученик пришел, если у него даже слабые музыкальные данные, он развивается иногда даже более лучше к концу учебы играет и занимается, чем, например, тот, кого мы брали, очень хорошими музыкальными данными. Это говорит о том, что труд все дает результаты. Какими главными качествами должен обладать педагог-музыкант, работающий с ребенком? Во-первых, это любовь к детям. Другое – это хорошее знание своего предмета. Чтобы заинтересовать любого ученика, надо показать. Вот, например, на первое занятие ученик пришел, я, например, беру баян и играю. У него глаза горят. Надо научиться так играть. Я говорю, вот 5 классу ты также научишься хорошо играть. Вот это стимул, уже в самом начале стимул. Стоит задача, к чему надо стремиться. Вот и мы вдвоем стремимся.
Мы живем в 21 веке, веке глобальных информационных технологий. Вы являетесь представителем старшего поколения. Расскажите нам, как вы относитесь к новым музыкальным оборудованиям и используете ли вы их в своей практике? В данное время уже без цифровых технологий невозможно, потому что все и материал находить легче. Сами знаете, не успел нажать, уже ответ есть. Поэтому мы все время используем цифровую технологию. Вот я пробовал даже сделать песни, аранжировки. Вот здесь у меня есть диск с 36 своими песнями. Ну, там где-то 4-5 попробовал сделать. Это тоже, конечно, сложное дело. Я не могу сказать, что я с технологией на «ты». Для нас это немножко сложновато, но не хочется отставать от молодежи. Ну вот, это тоже с помощью современных технологий было набрано нотные материалы. В начале все это сделано было, выпущено в этом году сборник «Тюндере кеввизем. Мелодии души». Там более 200 песен, песни для хора, для солистов, для детей, для ансамблей различных. Можно использовать и в школе, и в художественной самодеятельности этот сборник. А в 2000 году был выпущен вот такой маленький сборник «Тванзем юрларха». Споемте, родные, споемте. Там 69 песен вышло. Там тоже с с нотами, все-все. Но это я тогда, такой технологии не было. Это я все вручную набирал. Валентин Николаевич, на какой незаданный вопрос вы бы хотели ответить или дать комментарий? Ну, вопросов, конечно, много было. Что хотелось бы отметить. Скоро приближается у меня юбилейная дата, 70 лет. Но оглядываясь назад, думаешь, что я успел сделать, что не смог сделать, как бы мой жизненный путь пошел по другому пути. Ну вот я благодарен старшей сестре Лидии Николаевне. Вот когда я окончил 8-летнюю школу, задумаясь над вопросом, куда же мне пойти учиться, она и говорит: вот ты петь любишь, танцевать любишь, давай, это в Канаше, говорит, есть музыкальное отделение, давай поступай туда. Вот мы приехали, благодаря ей у меня вот жизнь пошла в дружбе с музыкой. Вот я не жалею до сих пор, что у меня в этом году 50-летний стаж педагогической работы. Вроде дети всегда воспринимали. Обычно же, как было, урок музыки это можно побаловаться и так далее. Но у меня нормально все проходило. Я рад, что жизнь, так сказать, проходит не зря. И не хотелось бы заново менять все это. Я счастлив тем, что меня все время окружали хорошие люди. Вот у нас педагогический коллектив очень хорошо, вот, дружно мы работали и работаем. Меня радует, что у меня семья хорошая, дети хорошие. И семейное счастье, и на работе успешная работа. Вот, наверное, счастье в жизни. Успехов, удачи и благодарных родителей. Спасибо вам. И вам большое спасибо, Карина и Люда. Лада, мне было очень приятно с вами общаться. Дорогие телезрители, мы продолжаем вас знакомить с знаменитыми людьми нашего города. В следующей программе будет новый герой. Смотрите «Достояние». Спасибо, что вы с нами. До новых встреч!